Лошадь тебе. Она не. Опа. Перекур. Педала, на. Перекур небольшой. А, бездельник. Главный бездельник, вон, Яйда бежит. Ну, смотри, залез. Тулан, не нагляй, лок. Надоело бежать, что ли, вам? Очередной поход, ребят, на первую избу. Остановились на любимом месте. Овада вообще сегодня нету. Комарье достают, конечно. Сегодня очень много комаров. И погода с завтрашнего дня уже начинаются дожди. И уже тучи вон собираются. Вот так. Давненько Айда тоже в походе не была. Сегодня взяли. Пусть погуляет. Рыба плещется, между прочим, мелочь сегодня. А ну, ось. Джуджи, пойдешь. Ладно. Сегодня, кроме нас, с собаками еще, он Денис, там, старший сын. Он не очень любит сниматься, но сегодня мы вдвоем будем работать. Все как будет происходить. Вам надо досмотреть этот очередной фильм про поход. Так что сейчас мы поедем дальше. И уже подряд буду снимать. Все как будет происходить. А? Высоко, блин. Сколько дров лежит. Бери, не хочу. Блин, вот это да. Овода вообще нету. Да, солнце прячется сегодня. Возле машины немножко вон так. О, вот жужжит, а комаров, мошкары сколько вон. Да, сегодня мошкары у нас. Возле машины. Ладно, Денис, давай садись. Поедем. Опа. Да, дофига мошкара. Это уже мошкара. В прошлом походе овода вот сколько было, а сейчас это малая часть. Сейчас вот поедем до избы. Там вообще наберется их очень много, тысячи штук. Потому что погода сырая, видимо, тут. Айда. Вот сейчас едем и с Денисом рассуждаем, что больнее кусает, и вернее вот какие-то зачесы вот тут тоже появились. Что за зачесы? Или делянка? А, тут просека. Что-то я эту просеку, сколько грибов собирал здесь, не замечал эту просеку. Действительно просека. Это средняя просека или что тут? Вон. Вычистили сейчас. И сейчас, короче, муна гонит, а муна. В прошлом походе, одним словом, оводы были. Оводы. Ну и оводы тоже как бы кусают больнее, сильнее, но не сравнить с укусом мошкары. Мошкара, она такая зараза, блин. Он кусает и как бы вырывает такой вот небольшой кусочек кожи и начинает
жжение начинается такое. И, скажем, если на тебя сразу нападут там 20 этих мошкары, 20 штук, и будут эти кусать, намного больнее будешь чувствовать себя, ну, если сравнить с укусом комара или же овода. Овод более-менее дружелюбнее, чем эта мошкара. Но самые болючие это сезон будет в августе, когда они мошкара в то время они злые. Сам по себе знаю, когда мы в августе приезжали за сеном, и когда ты начинаешь сено грузить, там 100 сена начинаешь ворошить, а их там не только тысячи, но и миллионы, и тучи. Даже антикомары им ничего не помогают. Они лезут во все щели, кусают жестко. Так что мошкара вреднее. Самое вредное насекомое из тех, что есть у нас в Коми. Тут валежник, он, смотрите, дорогу очищали. Так и скачем. Так и скачем. Ну ничего, антикомары есть у нас, помажемся. И когда ты сильно работаешь, это не так сильно замечаешь. Не так страшно, как кажется, когда ты в тайгу заходишь. Тяжелее, когда ты ягоды собираешь, когда ты спокойно себя ведешь, там сидишь, просто руки, кисти рук работают, ягоды собираешь, и тогда ты беспомощнее. А так, когда ты что-то косишь или еще там машешь, там тело двигается, они меньше на тебя сядут. Ну вот, примерно так. Вот. Здесь уже много ездили тоже после меня. На каракатах, видно, ездили, на нивах. Колеи даже не осталось, что все как бы зеленью покрылась. Ну, основная дорога тоже ушла вон. Мы уже подъезжаем к своему перекрестку. Там утки или что? Просто рядом. Вот так. Тулан в основном все впереди. Айда сзади нас ковыляет. Ни одну лужу не пропустила. Вот и сюда заедем. Одну лужу не пропустила. Тормоза надо отрегулировать. Ну вот, изба стоит. Травы по пояс. Чё, здорово, Кырка. Землянику уже нашел, да? Землянику нашел. Земляники много. Чё, здорово, Кырка. Ну, доски, наверное, подсыхают.
заметно подсохли. Сейчас жаркие, очень жаркие дни были. Да, и несколько досок у меня тут попалась елка. Конечно, она не так хороша, она вертлюгом становится. Как бы такое дерево сам по себе. И на стройматериалы лучше этот. Вон видно, как сгорбилась там все. Это елка, блин. Ну ничего страшного. Так. Сейчас, как обычно, будем разжигать костер. Это кто-то оставил тут. Да, а вот она один Денис. Кто-то оставил удочку. Видно, что здесь были, да, и следы вон от транспорта. Айда искупалась. Айда искупалась. Вот тут. Видно, проезжали на вездеходе. На Каракате-то есть, правильнее. Или на Ниве вон. И по этой тайге, и там с другого берега избушка. Я не раз показывал в своих фильмах. Искупнулась. Да, комаров много сегодня. Ладно, мешкать не будем, будем работать. Мы скосим эту территорию сегодня, уберем сено. Ну и я буду разбирать еще печку. Кроме этого еще цементировать буду. Там покрышки привязан. Сейчас покажу. У меня полкузова хлама. Короче, цемент привез вон. Покрышки. И ведра там за песком надо съездить. Одним словом, целый день работы. Работа будет у нас. Ой, так. Тут что такое? Так, это Женька оставил, видимо. Точно, тут же у нас приезжали, ночевали соседи. Но пол почему-то не подмели. Не знаю, как они тут ночевали. Потому что все кругом открыто. Они пленкой хотели все щели закрыть и переночевать. Следы степлера не вижу. Фиг знает. Ладно. Займемся костром. Чай и все остальное по ходу. Денис уже начал косить траву. Я сейчас схожу за смородиновым листом. Смотрите, этот комарекс, который сейчас уже не выпускают, более-менее хороший антикомарин. К сожалению, да, это, наверное, тоже из Украины. Или что там? Производитель. Украина, может. Из-за этого перестали возить в Россию. Но сейчас антикомарины говно продают. Это старый запас мой. Последний флакон, вот считай, последний. И больше уже нету. И не будет, думаю. В прошлый раз я там рвал листья смородины, а сегодня иду в другую сторону. Вот здесь было место, где был стол. Вот это здесь поля тоже было все. Травы-то сколько. И все уже заросло, блин. Очень много мошкары сегодня, повторяюсь, ребят. Просто вот много. Что еще добавить? Сосны уже, блин, 3 метра ростом. Не
знаю, здесь где-то вот кустик был. Сейчас сходим, посмотрим. Фу. Все меняется, блин. Что где было, как уже не поймешь. Так. Тоже вот следы какие-то интересные. Фу. Комарья, блин. И кустов я не вижу. Хотя они должны быть тут. Так. Так, ребят, я начинаю видеть очень страшное. Здесь живет медведь. Здесь живет медведь, или же чуть раньше тут был. Мама, не горюй, сколько тут он лежал. Вон изба тут. Вон, смотрите, ребят. Может быть лось. Надо посмотреть. У них шерсть-то все равно остается на лёжке. Или же помьет. Пипец. Все истоптано тут. Все истоптано. Да, это медведь, наверное. Горел тут. Ай, да, вон, смотри. Под ногами. Под ногами всегда. Эту картину сейчас я Денису покажу. Он, короче, тоже любит это смотреть. Так, ну. Может, только одну ночь тут он переночевал. Несколько раз вставал, ложился. Но это явно не лось. Лось обычно как? Он встает, когда с лёжкой стоят, он всегда там оставляет помет у него был. Увидишь. Пипец. Картина, конечно, грыз. Здесь он много лежал. Тут тоже. Ладно, ребят. Сейчас я... А вон он. Вон, сразу и нашел. Я там прошел, а вот здесь он. Кустик-то. Там, вон. Вот сегодня это уже красная смородина. Это не черная смородина, а красная смородина. Тоже буду рвать их и буду заваривать. Очень вкусно. Как обычно. Завариваем. Где там зелень. Вполне достаточно для заварки чая. Прошлый поход я целый день пил этот чай. Все, хватит. Ух, такая яма. Как будто тут гуще было, вот эти кустарники. Что-то маловато сейчас. Вон там изба, смотрите. Если прикинуть 100 метров от избы, лёжка у медведя. Да, ничего удивительного тут нету, в принципе. Самое главное, чтобы стороной проходил и все. Так, я сразу тоже начну работать. Сейчас уже буду выносить вещи с избы и уже потихоньку разбирать печку. Смолистые дрова, блин, коптит. Такой железную печку типа сделал, чтобы основной дым стороной прошла.
Что тут? Наверное, самое главное, наверное, эти матрасы, одеяла вынести отсюда. Не знаю, дождь будет, не будет потом. Чтобы это ничего не мешалось. Пока так. Если дождя не будет, проблем нет никаких. Так. Ну, так, в принципе, плесень не так много. Чуть-чуть только в углу там. Не в углу, а в середине бревна. Ну, вон тапочки, блин. На весеннем походе я эти шлепанцы терял. А вон там вода куда унесла. Вон там в углу немножко. В середине бревна. Это все уберем. А, там еще в углу. Ну да, в принципе, эти 3 бревна придется убрать. Точно, да. Так и есть. Иди. Так, очень много мусора, конечно. Такого бардака раньше не было у меня, но все водой вот так принесло. Вон он. Ну, больная. Бревна больные, что поделаешь. Все уже. Очень много запаса, там соль, песок. Это люди оставляют. Это наверное, сюда вынесу. Так, это как-то разбирали дома диван или что там. Ну и этот поролон оттуда. Так, тряпка. Нары все разбирать придется. Ну, полностью все. Здесь эту скамейку, нары. Так, ну это, наверное, в баню отнесу. Вообще как-то неудобный поролон. Ужасный. Пускай так. 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 Опа. Но одним словом, наверное, сжечь не буду. Гигабайты я все это дело буду выносить в баню. Ну, чтобы освободить место. Сегодня я привез минералку, дальше зеленый лук, майонез, колбаса, консервы, яйцо, конфеты, картошку, сейчас суп буду варить, макароны, растительное масло, тут тоже остатки. Почти не осталось. Ну и хлеб, сахарный песок. Так, первоначально буду варить суп, наверное. Пока дождя нету, пока все спокойно на улице.
территория проясняется. Вон уже сколько скосил Денис там. Потихоньку работает. А это тут. Так. Варим суп, одним словом. Чай закипел. Уже поставил суп. Как бы картошку там почистил. И сейчас давайте сходим, ребят, за щавелем. Щавели до хрена у нас тут, вон. Очень много. Сейчас наберем щавеля и будет суп. Такой вкусный, природный. Вон там их очень много. Бездельник. Дай давала. Так, уйди, вон. Вон они. Сейчас летом вообще здорово. Все под рукой там. Захотел ты щавель, суп. Вон, собирай, вари, сколько тебе влезет. Захотел чай из травы или же из какого-нибудь кустарника там. Да и природа, вон сейчас смотрите, вот сейчас все белым-бело становится, луга. Цветет. Это лечебная трава тоже. Также каждый год мы на сенокосе их собирали. Блин, под языком и вспомнить не могу. Ой, блин. Дождь, покомый. Вон он. Вон это растение. Тоже от всяких разных болезней. Вон. Но если не знаешь, вот, что от чего, как помогает, лучше, конечно же, не рисковать, не собирать ничего. Не надо так особо слушать там в интернете, что вот лапшу там как вешают людям. Надо это знать. Это если в вашей селе или в вашем селе или же в деревне там в городе какой-то старожил там все время употребляют там траву. Это другое дело. Блин, сколько травы он тут. По пояс. Денис шуршит, работает. Блин, я тут хожу, вкусный щавель собираю. Так тоже выбираю. Именно выбираю. Ну, сейчас заправку скосит и передохнет там. В принципе, много отвлекать я его не буду. Пусть рыбачит. Он спиннинг взял, хочет рыбачить. Там вот иван-чай. Давайте сходим еще. Вот покажу. Про иван-чай много раз спрашивали. Завариваешь ли, собираешь ли иван-чай? Отвечу. Иван-чай мне не нравится. Иван-чай я попробовал. Уже готовый, уже с нашего села один мне на одну заварку дал попробовать, но он мне не понравился. Вот эти листья собирают, сушат, там очень процесс, конечно, я смотрел в интернете, как все это готовится, и скажу вам, не так просто получить чай. Ну и на любителя, на вкус мне лично не понравилось. И собирать не буду, и ничего не буду. Это на любителя. Вкусы у нас у всех разные. Вкусы разные. А так все красиво выглядит. Очень даже. Фу. Ну вот. Самый сочный. Сочные кусты я хожу, смотрю, собираю там щавель.
Тоже замечания делали, что летом нельзя брать собак. Писали в комментариях. Но я с собаками далеко в тайгу не хожу. А здесь на лугах какая может быть боровая птица или еще опасности от моих собак никакой нет для природы. Я знаю свое дело, контролирую, сам охочусь и не допущу, чтобы они жрали там молодняк или еще. Насчет зайцев не надо также беспокоиться. Маленьких зайцев там вообще нету у нас. Видели только вот раньше, когда косили, вот под косишь и зайчишка там под косу попадал не раз там. Они маленькие и не убегают. И скашивали там живых зайцев. Ну, от этого никто, от косы как бы они не убегают. А сейчас никого нету. Ни одного зайца нету у нас. Вообще ничего нету. Только следы медведя можно встретить. И все. Так что за моих собак не надо волноваться. Так. Ладно. В принципе, хватит, наверное. Слишком много тоже не будем собирать. Вот этот хороший, вот красивый цветок, вот смотрите. Пыльцу собирает. Вон он. Весь уже в пыльцах. Разве это не красота? Я лично красоту вижу и показываю вам. А вы там уже сами определяйтесь, что смотреть. Каждый ищет свое видео. Кто-то рыбалку хочет смотреть, кто-то природу, кто-то быт. Вот такие дела. Вот половину уже скосил. Денис там еще половина осталась. Ну, примерно вот до этих деревьев так скашиваем, чтобы эти деревья к избе не подходили. В первую очередь, наверное, накрошу вот этот щавель, консервы закину, зелень, и получится вкусный суп с комарами. Вон уже залетели тоже. Айда уже искупалась. Одну заправку Денис спилил, можно сказать.